Наше общество, мне кажется, настолько неоднородным. Мы либо вспоминаем о трагическом прошлом, либо мечтаем о прекрасном будущем. Наверное, я не буду разбивать ничьих мечт. Да, и на самом деле и собирать их тоже не буду. Для нас успех выглядит не в дипломах, не в полученных так называемых книжечках. Девочка может и не иметь красного диплома, а вот мальчик должен быть нацелен на реализацию амбиций. Общество все равно навязывает то, чего хотят в идеальном мире. У нас есть, у самурая нету цели, есть только путь. Да. А вот у нас и целей нет, и пути слишком разные. Селям алейкум. Еще пару лет назад я себе не могла представить, что буду сидеть в студии, вести разговор перед несколькими камерами. Но сейчас такое время, что приходится выходить из зоны комфорта и, не дожидаясь передачи эстафетной палочки от предыдущего поколения, брать на себя ответственность. А успех или провал такой стратегии во многом зависит от того, какое наше поколение, кто принимает эту эстафетную палочку. И сегодня у нас в студии крымско-татарская молодежь. Признаюсь честно, разговоры с нашей молодежью меня всегда воодушевляют и нравятся больше всего. И говорить мы будем про наше представление о будущем, про наше завтра, крымско-татарское завтра. И начать этот разговор я хочу с такого вопроса. Как вам кажется, наше крымско-татарское общество готово, в состоянии реально оценивать время? Вообще, я как лингвист начну, наверное, прямо с лингвистики. Давайте. Вы знаете, есть такие исследования, которые говорят, что вот если в языке нет категории будущего, нет категории завтра, то люди, которые живут в этой языковой среде, они говорят о том, что они живут сегодняшним днем, но в хорошем смысле этого слова. То есть для них все время это сегодня. То есть ты сегодня, уже сейчас должен делать то, что будет ждать тебя завтра, послезавтра и все остальное. То есть у них вот этого вот мы отложим, и это сделают за нас, или это сделает другой человек, я в будущем. У них этого нет. И вот точно так же наше общество. Мы сейчас, сегодня делаем каждый наш шаг. Это наш шаг, который приближает нас, не приближает нас к какой-то определенной цели, а это наш, по сути, путь. Наше крымско-татарское будущее, наверное, лежит немножечко не в этой сфере. А вот если мы уже начнем говорить об образовании конкретно, то здесь есть моменты. Образование – инструмент. Да? Образование – это инструмент, да, но это не инструмент сохранения крымско-татарскости. Это про качество, да? Это про качество общества, это, будущего. Да, это наше качество нашего будущего. Наверное, сейчас таковы реалии, когда просто планировать так называемый завтрашний день, так называемое будущее, объективно сложно. Объективно непонятно, что будет происходить, как будет происходить, и это отображается во всем. Но у нас какая-то определенная стоит задача, и то, чем мы все, наверное, сейчас занимаемся, это сохранение и адаптация наших традиций, наших обычаев, нашего менталитета, нашего характера, нашей речи, нашей культуры и подготовка этого всего к вот этому самому будущему. Мы не знаем, что будет завтра, мы не знаем, что будет в этом будущем, но мы пытаемся сохраниться. Мы пытаемся быть такими, какими мы есть в новом современном мире. Процесс сохранения, он всегда предполагает и развитие. То есть не слишком ли много внимания мы уделяем сохранению, и не слишком ли мало этого внимания остается на развитие? Ну, как мне кажется, мы народ все-таки европейский, и наше сохранение нашей идентичности, оно как раз-таки ведет к этому развитию, потому что мы эту идентичность пытаемся положить на современные реалии. Как-то совместить этот коктейль. Текущие тенденции с нашими традициями. Да, как-то так. Ну, как минимум, я говорю сейчас, наверное, за свое поколение. Окей. Ханумар? Ну, я могу сказать, наверное, за себя и за мое окружение. Я раньше не особо задумывалась о том, что я и мой круг общения занимается чем-то, может быть, немного нестандартным в том плане, что мы всегда думаем о будущем. Мы больше смотрим в будущее, чем оглядываемся на прошлое. И я недавно поняла и встретила реакцию со стороны старшего поколения. Приятно было осознать, что они нас в этом поддерживают, и они
пытаются, наверное, в чем-то соответствовать и подражать этим желаниям, стремиться в будущее, стремиться к улучшению всего нашего, всей нашей продукции, всего нашего, да, нашего пространства, нашей жизни. И да, я думаю, что это тенденции нашего настоящего и нашего будущего. Мне кажется, что мы слишком многого хотим от будущего. У нас у всех Мы какие-то... это кто, молодежь или мы Нет, вообще? в принципе, вообще как народ. То есть у нас две стадии. Мы либо вспоминаем о трагическом прошлом, либо мечтаем о прекрасном будущем. У нас нет момента «мы вот сейчас здесь», и мы должны делать что-то прямо сейчас и прямо здесь. Потому что будущее — это уже вот. Ну, завтра — это тоже будущее. И нужно уже сейчас решать и принимать какую-то ответственность. А наш народ, он либо перекладывает эту ответственность на молодое поколение, либо уже как-то, ну, даже не знаю, как сказать, ну, просто мечтает. И очень мало, как мне кажется, вот этого диалога. Ну, есть диалог между младшим поколением и старшим поколением. Старшее поколение много мечтает, младшее пытается соответствовать, но мечтает немного о другом. И мы не слышим друг друга. То есть мы не соприкасаемся никак в реальности? Соприкасаемся, но это очень редко и не со всеми. То есть какой-то небольшой процент везунчиков. Везунчиков. Да. А насколько разнятся представления, ну вот опять же, это ваша проекция, насколько разнятся представления ваше представление будущего и представления тех, кто вот гораздо старше вас? Пытались синхронизироваться как-нибудь? Ну, наверное, каждый родитель видит своего ребенка, в своем ребенке продолжение себя, каких-то своих желаний, чаяний, мечт. Там. Это очень плохо на самом деле. Очень плохо зачастую. И вот именно вот это вот несоответствие, то, кем хочу быть я и кем хотят видеть меня мои родители, вот это, наверное, непреодолимая такая проблема. Я конкретно сейчас о себе не говорю. Я говорю вот, в целом о тенденции. В целом о тенденции, да, в целом о тенденции. И вот если мы начнем сейчас говорить о том, что в нас мы продолжаем то, что строится, мы действительно не живем сегодня. Вот это, по сути, наверное, мысль еще сегодня не раз прозвучит, но мы не живем сегодняшним днем. И вот... Поясните, а то у нас зрители любят выхватывать слова из контекста, да, и трактовать их по-своему. В каком дне вы живете? Мы живем либо вчерашним прошлым нашим трагическим, либо каким-то светлым будущим, которое неизвестно, наступит или нет. Мы не знаем, и мы будущее наступит, мы просто не знаем, каким оно будет для нас. Я говорю о светлом будущем, будет ли оно светлым. Вот мы действительно живем в сомнениях, это вот я уже от всех сегодня услышал. Мы живем в сомнениях, хотя хотелось бы какой-то ясности. И вот эта вот разница в различии того, что хотят наши родители, и то, чего хотим мы, она, наверное, порождена тем, что наши родители не успевают за тем, как меняется общество. Тут, само собой, напрашивается вопрос про межпоколенческий транзит. Хотите вы этого или не хотите, но насколько эта коммуникация между старшим поколением и вами благоприятствует, скажем так, да, для создания этого транзита? То есть я так понимаю, что вы уже созрели, да, а взгляды на завтра настолько сильно разнятся, что не можем договориться. Есть такое ощущение? Или это я опять придумала? Ну, сам по себе межпоколенческий транзит, на самом деле, это же большая проблема нашего общества, как ее ни крути. И, как мне кажется, он зависит от каких-то внешних факторов, он зависит от состояния вот в семье, отношения между родителями и детьми. Предположим, межпоколенческий транзит между нашими бабушками, дедушками и нашими родителями, бабушки и дедушки, которые пережили определенный тяжелый период времени, находясь в другой стране, да, в других реалиях, они передали всю эту сложность и делали все, чтобы у их детей было самое лучшее в тех реалиях. Потом уже наши родители, которые приехали в Крым, которые создавали реалии здесь, они пережили свой тяжелый исторический период, и этот транзит переходит к нам, но у нас же реалии опять совершенно другие.
У нас все опять очень сильно Вы поменялось. хотите сказать, что калька одна и та же, а реалии меняются? Как или будто нет? бы да, то есть они пытаются сделать все самое хорошее, каждое предыдущее поколение для следующего, потому что помнят все свои тяжелые проблемы, но у каждого следующего поколения проблемы новые. И реалии абсолютно новые. Тут уже вопрос, насколько мы готовы к этим реалиям. Севиль, мы готовы к этим вы готовы к этим реалиям? Но, учитывая, насколько тяжелые эти реалии, сложно сказать. И возвращаясь к вопросу о том, что мы видим будущее по-разному, на самом деле я с этим очень согласна, потому что я думала об этом, и наше общество, мне кажется, настолько неоднородным, и каждый думает в первую очередь о благополучии своей семьи, естественно, своих детей и продолжении своего рода, при этом пытается упрекнуть других о том, что почему вы не занимаетесь проблемами народа и так далее, и все это смешивается, не знаю, в такую сложную... Большой казан. Да, в таком большом ожиданий. казане все это варится, и все это, не знаю, каким образом получится в итоге. Хотелось бы видеть это будущее светлым. Я не знаю, честно говоря, даже старшее поколение помогает или мешает, ну, назовем это так, своими попытками чему-то научить, потому что как... Передать опыт. Да, передать свой опыт, потому что действительно реалии абсолютно другие. Опыт предыдущих поколений пока непонятно, он полезен или он, наоборот, утяжеляет нас и наше стремление в будущее. Поэтому, да, это общение между поколениями различными. Я думаю, что оно такое индивидуальное в каждом случае, что тяжело определить, как вообще оно проходит, помогает оно или не помогает. В общем, тяжело. Вопросы да. остаются. Да? У нас есть, у самурая нету цели, есть только путь, Да. а вот у нас и целей нет, и пути слишком разные. То есть как будто мы все... Вы про пути поколений сейчас? Про вообще, даже внутри молодежи мы все очень разные. Нас нельзя как-то, вот, опять же, судя по своему кругу общения, да, судя по людям, которых я знаю, очень разные все. И нельзя их как-то под одну категорию определить. И у всех разное видение будущего, и все как будто, знаете, как лебедь, рак и щука. Все тянутся в разные стороны, а цели нет общей ни у кого. И это вот, как мне кажется, это проблема, потому что определить эту цель только как сохранение, да, это цель, но, возможно, стоит уже закладывать цели гораздо глубже и гораздо больше, чем просто сохранение. Сохраниться как? Просто как очередной народ в мире, либо сохраниться как народ, который, что-то о себе заявляет. Это разные вещи. И образование в этом как бы играет немаловажную роль. Лично по моему субъективному мнению. Очевидно, что от качества образования, которое вы получаете, или на которое вы настроены, либо не настроены, у каждого, опять же, вы только что сказали, что вы все разные, да, оно зависит и наше крымско-татарское завтра. Давайте поговорим про высшее образование и начнем с вопроса про зачем оно вам. Да, почему вы поступали, для чего вам это высшее образование, что это для вас вообще? Наверное, для меня высшее образование... Я это рассматриваю не как получение знаний, хотя это сопутствующий, обязательный фактор. Это как какой-то период взросления и адаптации к этой жизни. Потому что, заканчивая школу, 15, 16, 17 лет, у всех там по-разному, наверное, еще сложно определиться, чего в этой жизни хочется, кем в этой жизни быть. И, по сути, заканчивая школу, мы выходим из одного социума, такого узкого, маленького, где меньше проблем, где меньше ответственности, переходим в совершенно другой, где жизнь меняется уже кардинально, начиная, грубо говоря, с первого курса. И для меня высшее образование стало просто очень серьезным периодом взросления. Наверное, это как-то так, который, конечно, сопутствует получению профессии, получению знаний, личностному росту какому-то и так далее. Но самое главное — это вот такой период жизни. То есть это процесс взросления. Да. Я думала, вы таки профессию выбирали. Феридет, у вас как обстояло? Вы уже на финишной прямой. Я, да, на магистратуре. Да, и как оно? То, о чем вы думали на первом курсе, и то, что вы к чему пришли сейчас, насколько разнится
Насколько велика эта разница? Ой, мне кажется, что она просто как пропасть большая. Потому что сначала я поступала, у меня были какие-то свои мечты, мысли. И по ходу обучения это как-то все настолько быстро менялось, что я даже не поняла, в какой момент я оказалась там, где я оказалась, да. Но образование дало действительно большой такой скачок в жизни, в принципе, задало совсем другой темп. И как у всех, наверное, это период как раз взросления и понимания того, чего, в принципе, ты хочешь, наверное. Вот так. Севиль, ну, вам предстоит сделать этот выбор. Вы сейчас заканчиваете школу, и буквально завтра, послезавтра у вас перед вами стоит задача поступления. Какие смыслы вы в это вкладываете? Для чего вам высшее образование? Для меня высшее образование имеет ценность в первую очередь как место, где я могу получить качественные знания, и как место, где меня учат определенным навыкам, где я развиваю свои способности, потому что к 11 классу, я думаю, что уже большинство людей понимает, в чем они хороши, в чем они абсолютно не хороши. Я думаю, что высшее образование нам абсолютно точно нужно для того, чтобы развивать свои сильные стороны. И я к этому стремлюсь и буду стремиться, я думаю, что на протяжении своего обучения в высшем учебном заведении. И пока у меня довольно смешанные чувства насчет поступления. Не знаю, чего ожидать, но по рассказам людей, конечно, не очень много стоит ожидать. Но хочется, наверное, увидеть качественное образование. Не знаю, насколько это доступно в Крыму. Посмотрим, время насколько. Покажет, да, время покажет. Но да, хотелось бы качественного образования, новых знакомств. Не только со своими сверстниками, но и с людьми, на которых я могу равняться, с учителями, с профессорами, с кем я могла бы, кто бы со мной мог поделиться своим опытом. Я надеюсь, что более-менее плавный переход во взрослую жизнь. Не очень, да? Вообще не плавный. Ну, Амед, давайте так. Вы уже давным-давно закончили вуз, а теперь разбейте мечты, иллюзии всех по поводу того, с чем вы заходили в это высшее образование и во что это в итоге все превратилось. Наверное, я не буду разбивать ничьих мечт. Да, и на самом деле и собирать их тоже не буду. Я первые 2 года в университете просто тратил время, я согласен, но потом в любом случае я для себя поставил определенные цели. Выбирал я эту профессию достаточно сознательно, хотя и в последний момент. Но я шел к цели, я ее достиг, я учился, были люди, благодаря, правильно сказала Севиля, есть примеры, есть люди, на которых хочется равняться. Да, их приятно видеть, знать, что они есть, и знать, что они всегда хотят и могут поделиться с каким-то опытом. И если говорить обо мне, то я действительно выбирал цель, я к ней пришел, я издал пару-тройку книжек в своих переводах и понял, что мне это надоело. Это уже, но университет к этому никакого отношения не имеет. Я просто решил немного отойти от дел. Но в целом я считаю, что университет для меня был очень полезным опытом. И да, я научился тому, чему я хотел. И я, в принципе, занимаюсь тем, чем я хотел, параллельно тому, чем я занимаюсь сейчас. Угу. То есть все-таки вы выбирали профессию, вы ее получили, да. И нет ни капельки разочарований, скажем так, в том, что вы сейчас не совсем в профессии, скажем так. Немного есть, и были моменты, были моменты, когда я понимал, что, может быть, я сделал неправильный выбор или неправильный выбор вуза. Угу. Сомнения были? Сомнения были, они сейчас тоже иногда бывают, да. Но в целом я считаю, что университет не прошел зря. Не прошел зря. Давайте отвлечемся немного от ваших конкретных ситуаций, от ваших конкретных историй, да, и вообще поговорим про то, что, мне кажется, что у сегодняшнего молодого поколения нет той тяги к высшему образованию. То есть бытует мнение, что у нас как
как бы курортный регион, да, и что, в общем-то, есть возможность заработать достаточно быстро деньги, подняться на чем-то, да, любимая фраза нашей молодежи. Поэтому высшее образование – это так себе какая-то история не про нас, да, то есть успех для молодого поколения рассчитывается в совершенно другой валюте, не в знаниях, не в дипломах. Насколько я вот близка к этим, ну, скажем так, к реальности вот в этих своих наблюдениях за молодым поколением? Ну, наверное, однозначно то, что для нас успех выглядит не в дипломах, не в полученных так называемых книжечках, но и, наверное, не, так сказать, подняться для нас сейчас вот это интересно. Мы просто научились получать знания не в университете, не в школе, не в каком-то определенном конкретном помещении. Мы нашли для себя другие источники, более интересные для нас, более подходящие для нас. Мы нашли, где применять эти знания и где не попросят какой-либо листка бумаги, на котором что-то написано. Штампы. Да, штампы и печати. Где нужен именно специалист, нужен ты, нужен со своими знаниями, со своими навыками, со своими умениями. И это уже там не будет играть роль возраст, стаж. Возможно, это вот как раз-таки какие-то пережитки прошлого. Мы научились этому. Вопрос... У каждой ли семья дошла до этого, каждый ли родитель дошел до этого? Мы еще поговорим про альтернативные варианты образования и получения образования, точнее. Меня интересует вообще вопрос, чья это история про поступление в вуз? Родителей? И это игра, навязанная родителям вам? Или это все-таки ваши амбиции и стремления? Фериде, давайте с вас. Ну, это двоякая тема на самом деле, потому что у всех родителей есть такая штука, как нереализованные собственные мечты. То есть, если я вдруг не стал пианистом, то ты обязательно будь. Карма. Да. Ну, у всех в разной степени. Тут как бы тоже... Карма бывает разная. Карма бывает разная, да. Карма штука вообще очень индивидуальная. И здесь уже зависит от контакта с родителем как раз. То есть, если адекватный взрослый человек, который здраво расценивает способности своего ребенка, и он объективно видит, что вуз даст ему тот необходимый рост, чтобы ребенок в будущем добился чего-то. И тогда, конечно, происходит этот момент обсуждения, когда желания ребенка параллельно идут с желаниями родителей. В принципе, у меня так и было. То есть какие-то задатки, которые мне потом помогли с выбором вуза и с направлением, в котором я раскрылась как бы... Ну, я думаю, что неплохо. И это здорово, когда у большинства людей так. Но иногда бывают моменты, когда человек, там, допустим, замечательно рисует, а ему говорят, ну вот, либо стоматолог, либо юрист. И все. У тебя выбора другого нет. Да, потому что вот... Я так чувствую, Рушин бьет. Отозвалось, да? Это в основном у мальчиков так, а у девочек либо учитель, либо мед. Вот, как бы тоже... Либо пет, либо мен. Да, либо... Да, вот. Именно это. Либо пет, либо мед. И как будто бы третьего варианта тебе уже не дано с такими наставлениями. Стереотипами, да? Да, да. И тогда, конечно, происходит такое, что огромное количество людей, которые работают не по своей профессии, не по своему нутру, в итоге страдают всю свою жизнь, но зато родители счастливы. Вот. Это как бы тоже не очень хорошо. Кто делает выбор, Севиля? Вот вы сейчас вот в этом состоянии выбора. Сейчас наслушаетесь тут всего. Родители делают выбор. Ну, мы же говорим сейчас не только про ваш опыт, да, мы говорим про ваше окружение. Вы общаетесь в этой среде. Кто делает выбор, родители или дети? Я думаю, что именно наше поколение, мои ровесники и люди меня немного младше, думаю, что согласятся с тем, что выбор стал шире, чем пед или мед или юрист. И у меня на самом деле или практически нет, или очень мало знакомых и друзей, на которых настолько сильно давили родители, что у них вообще нет выбора как такового. Конечно, я думаю, что желания родителей озвучиваются. Иногда становится это довольно сложно их игнорировать. То, что врач в семье обязательно должен быть. Ну, конечно. Это история, да, довольно частая. Но мне кажется, что наше поколение
стало более свободным, более открытым во всех смыслах, конкретно про образование в том числе. И я думаю, что наши родители к этому прислушиваются, они это видят, они это понимают и признают. И я думаю, я слышала, точно так же, как я слышу о том, что врач в семье обязательно должен быть, и там педалимед, и я точно так же слышу огромное количество родителей, которые, да, они очень переживают за своих детей, то, что там графический дизайнер, кто это, а кем ты будешь работать, где ты будешь работать, что где это будет вообще лежать такое? Твоя трудовая книжка, где твоя трудовая книжка, пенсия, как и все такое. И я думаю, что родители, несмотря на эти переживания, родители, я вижу такую тенденцию, что они дают больше пространства для выбора своим детям. И сейчас мои ровесники, которые поступают или только поступили, они, уже не вглядываясь в то, как этот выбор вылился в итоге, да, но тем не менее этот выбор был за ними. И я все-таки, наверное, в своем окружении я вижу такую тенденцию. Отлично. Ну, тогда перейдем к другой теме, о которой вы уже, в принципе, немножко проговорили. Да? Это про стереотипы в образовательных амбициях по отношению к девушкам и парням. Да? То есть насколько ожидания нашего общества и, собственно, наших родителей, да, определяют вот этот выбор. Да? То есть почему девушки у нас очень часто выбирают педагогическое либо медицинское образование, а парни, в общем-то, у парней выбор шире гораздо, насколько, как мне кажется. Ну да, там еще инженерия есть. Юриспруденция. Юриспруденция, да. То есть в обществе есть ли вот эти вот давлеющие на ваш выбор стереотипы, которые заставляют вас двигаться или жить в этих рамках? Это прям, наверное, нужно копать очень глубоко в гендерных ролях вообще и стереотипах в обществе. Понятное дело, что для мужчины важно, мужчина все равно остается кормильцем в идеальном мире, да, мужчина остается главой семьи, и для мужчины нужно зарабатывать деньги, а женщина может заниматься чем-то полезным для себя или для общества. Это идеальный мир. Это идеальный мир, да. Мы сейчас говорим об идеальном мире. И вот общество все равно навязывает то, чего хотят в идеальном мире. Но, к сожалению, вот это как раз-таки разбивается. Но при этом все равно вот навязанность вот этого она, конечно, есть. Да, я учился сам на филологии. Там было 90% девушек. Вам нравилось учиться на филологии? Выбор понятен. Да, мне и нравилось, и мне и не нравилось. Я понимал, что это, наверное, ограничивает нас как студентов. То есть от нас ожидают, что мы закончим, и вот большинство пойдет в школы, большинство будет заниматься домашним хозяйством и все остальное. То есть это немножечко упрощало, наверное, для преподавателей их задачи, а вот для нас, как студентов, нам учиться было из этого немножечко сложнее. Так, давайте я с заумного языка переведу на нормальный язык. Да? То есть ваши преподаватели предполагали, что если 90% девчонок учатся на факультете, то, соответственно, ждать от них большего, чем домашнее хозяйство и преподавание в школе, не стоит. Соответственно, не стоит выкладываться. Не стоит выкладываться. Ах, вот оно в чем Да, дело. это работает вообще, знаете, очень интересно, потому что... Да. Просто до 11 класса от девочек ждут идеальных оценок. Она же девочка, она должна быть усидчивой, она должна быть отличницей, идеальная ученица, знаете, такая, которая участвует во всех олимпиадах, которая везде золотая медалистка. На всех конкурсах. Да, красный диплом. Вот только уже в университете начинается какой-то такой момент преткновения. То есть ты как бы должна быть умной, но ты в университете лучше жениха найди. А вот об учебе там уже можешь не так сильно париться. И тут возникает момент, да, когда всю жизнь тебе говорят, что типа надо учиться, выкладываться на полную, а потом такой бац, и вроде да нет, да забей, зачем оно тебе надо, да, вот все, и не парься. И вот это на самом деле проблема. А у мальчиков наоборот. У них до класса 11 расслабься. Да? Вот ты же, вот иди гоняй, играй, еще что-то.
тебе зачем как бы... Сейчас, слушай. Да, извиняюсь, я не собираюсь никого обижать, но у всех ситуации разные, но в общем и целом мальчики в школах, ну, не так сильно выкладываются, да, это вот, ну, по возрасту, как бы, я не знаю, как психологически это работает, но да. А потом в 11 классе им говорят, ну все, ну ты взрослый, решай, давай, выбирай профессию дальнейшей жизни, да такую, чтобы еще и семью кормить. И вот здесь момент у всех становится такой тупиковый, когда... Смысленно. Да, у всех такие, блин, мы должны были учиться, а теперь не должны, а другие говорят, что, типа, ну не должны были, а теперь бац, и надо, как бы, и как жить. Но это же все так называемые проблемы, то, что профессия должна быть престижной. Вот это выросшее после, наверное, прошлого века. Есть престижная профессия врач, есть престижная профессия преподаватель. Иди, зарабатывай. Багашанес перебиваю, как обычно, но я сейчас вспомнила, когда я поступала на политологический, у меня все время мою профессию путали с палеонтологом. Да, это было Иногда нормально. с патологоанатомом тоже. Да. Потому что никто не знал, что это такое, Ну да, да, что и вообще это такое про престиж политика. профессии, да. Сейчас эта профессия должна быть не только престижной, но и приносить доход 100%. А тем более, если ты мужчина, как раз и возлагают эту так называемую ответственность, то, что ты будешь кормить семью, ты будешь ее содержать, ты будешь всем этим заниматься, это проблемы даже патриархальной системы же, наверное, устройства точно такой ячейки традиционного общества. общества, да. Да. А про вообще школьный период и потом, как это у мужчин происходит, ну, наверное, немножко не соглашусь, потому что в любом случае, мне кажется, с каждым ребенком до определенного времени очень плотно занимаются его учебой. Наверное, это вот до перехода в подростковый возраст, потому что потом сам по себе уже подросток становится менее управляемым в любом случае. Как вы ласково этот период назвали? Отличный период, да. А потом, когда встает выбор профессии, родители могут говорить, что должна быть престижная, родители могут поддерживать, бывают разные, но здесь я как-то не услышал момента о том, что есть же личная насмотренность. Предположим, родители в этой профессии, оба там родителя в какой-то профессии, смотришь за их успехами, все хорошо, в семье все хорошо, у них все получается, значит, эта профессия хорошая, для ребенка она на подсознании становится таковой, для подростка, и это может очень сильно повлиять на выбор. Либо наоборот, то, что у родителя такая профессия, он постоянно не дома, он постоянно на работе, тебе это не нравится, ты понимаешь, как это плохо, значит, эта профессия плохая, и уже подсознательно в нее идти не хочется. Ну и само собой, так называемый то, что я пойду в эту профессию, у меня отец оттуда, мне будет за счет этого проще учиться, проще трудоустроиться и так далее. Ну, наверное, отвратительно, что это все влияет на наш выбор. Наверное, Но это влияет. очень плохо. Влияет. Конечно, влияет. Даже на меня это повлияло, поэтому это всегда влияет. Сознание приходит, жаль, только позже. Севиль, вот эти все гендерные истории, все ожидания общества каких-то ролей поведения от мальчиков и девочек, да, и вообще там, то есть девочка может и не иметь красного диплома, а вот мальчик должен быть нацелен на реализацию амбиций. Насколько это работает уже в вашем поколении? У нас тут вообще уникальная ситуация, потому что здесь можно все оттенки возрастов молодого поколения, поэтому можем экспериментировать. Как у вас эта история играет? Даже не знаю, честно говоря, как прокомментировать, столько разных мнений услышала и на протяжении всей жизни слышу. Но, наверное, я не знаю, мне сложно оценить именно высшее образование, потому что я сама еще там не нахожусь. Но вот о чем я слышала, это то, что для девочки нужна профессия безопасная физически, как минимум. И ну, было у меня такое, что, например, я там говорю, хочу быть журналистом. Мне говорят, и что вот ты будешь на горячие точки ездить, с какими-то опасными людьми общаться, что тебе там делать? И да, я думаю, что это влияет на выбор. А потом про выбор мальчиков. Там, я думаю, что есть моральное давление, ну, скажете потом, правда, нет, со стороны, что, ну вот, когда потом учиться, сейчас нужно выбрать профессию, чтобы потом уже не передумывать, не менять выбор, потому что, ну, потом же работать надо, уже обеспечивать семью. Вот сейчас ты получишь образование. Определись и так да, до вот конца, сейчас да? определись, и потом, пожалуйста, уже нужно работать, деньги зарабатывать, семью обеспечивать. Я думаю, что это влияет на выбор. Честно говоря, мне кажется, что особо нет как таковых требований к образованию девочек.
потому что здесь скорее про то, что я уже говорила. Ну, главное, что профессия была безопасная, чтобы... Чисто, комфортно. Особо не важно, чем ты занимаешься, на кого ты учишься. Главное, чтобы у тебя после этого оставалось время на семью, на детей. И я думаю, что это главный критерий, наверное, который, да, применяется к девочкам. И там неважно уже магистратура, там или дальше, выше, там докторская степень, что неважно. Вот здесь осторожно, да, вам семью создавать, и вот здесь осторожно. Да. Дальше уже, ну, как бы твое желание, конечно, трать на это время, но у тебя же уже дети там есть или будут и так далее. Думаю, что... Зачем да, оно тебе вообще надо уже? Зачем, да, и так там ты работаешь или муж работает. Да. Зачем все надо? Хорошо, да. Амет, скажите, вот я не знаю, вообще парни тоже так оценивают? Парни вашего поколения также оценивали вот выбор, скажем так, да, профессии, мальчики, девочки вот в этом контексте? Ну да, мы выбирали так же, конечно же. Большинство выбирало так же. Большинство идет не туда, куда душа лежит, а большинство все равно думает о том, что вот мне нужно кормить семью и все остальное. Но, опять же, если говорить мы все-таки вернемся немножечко к вот этим вот мальчикам и девочкам, у нас совсем не одобряются амбиции у женского пола, и при этом мужской пол действительно всегда должен быть амбициозным и все остальное. Но ты можешь быть лучшим в любой стезе, ты можешь зарабатывать деньги где угодно. Я считаю, что в данном случае ты должен просто выбирать путь не потому, что это денежно, а потому, что смогу ли я быть лучшим в этом или не смогу. Это рабочая схема для парней или для девушек в том числе? Опять же, у девушек это не ценится. Девушкам не нужны амбиции. Занимайтесь хозяйством. Девушкам не нужны амбиции или это общество? Это не я так считаю. Это общество считает, что девушкам Вырывайте из амбиции не нужны. Да, давайте не будем вырывать. После этого стало страшно выходить на улицу. Так, мы добрались до самого интересного. Нас опять обвинят в каком-нибудь феминизме или прочих эмансипациях. Итак, что от нас требует общество, крымско-татарское общество в отношениях в сфере образования, да, опять же. Действительно ли, что рабочая схема для успешной девушки это какая-нибудь безопасная профессия, и все, и на этом можно остановиться. И, в общем-то, успех и карьера, забудьте. Да. Хорошо. Если честно, я вижу это все меньше. Объективно меньше, и я не считаю это вообще ни в коем разе безопасной или какой-то рабочей схемой, потому что я не знаю ни одного такого примера, чтобы эта схема была для кого-то успешной. Нет, хорошо, может, если успех измеряется в том, что у тебя есть семья, у тебя есть дети, муж, который работает, а ты занимаешься домохозяйством. Для кого-то может быть. Если в этом измерять успех, да, хорошо, окей, такое существует. Но для меня успех — это то, что у тебя есть вид деятельности, который приносит тебе положительные эмоции, а уже параллельно разные бонусы в виде дохода, престижа, статуса и так далее. Но как эта схема может работать, как человек, кем он тогда становится? Просто успешной женой? Я не знаю, это все зависит Сложно успешной женой, подождите. Может даже так. Нет, однозначно нужно определяться. Для девушки, наверное, не так проблематично не определиться после 11 класса с профессией, не поступить сразу в университет. Наверное, это нормально. Где-то год еще подумать, возможно, определить какие-то курсы, какие-то дополнительные занятия, чтобы конкретнее определиться. Вот Амет сказал то, что в 11 классе уже куда-то лежала душа, так выбрать. Я вспоминаю себя, да никуда душа особо не лежала. Там было 25 вариантов, и с 9 по 11 класс и определиться нельзя было. И до сих пор, наверное, в голове все эти варианты сохраняются, до сих пор не определился. Поэтому, если есть возможность это дополнительное время как-то на себя потратить, потому что это в любом случае время в пользу. Это не так, что ты не поступил в университет, пошел устроился на низкостатусную работу, все, ты на ней завис и так далее. Нет, это время, которое можно уделить наконец-то себе. У тебя нет обязанности, чтобы дальше ходить в школу, тратить очень много времени на это, при этом еще нет ответственности уже взрослого человека. Это тот самый, наверное, год, когда можно однозначно закрепить, определить свою будущую жизнь как минимум на ближайшие 5-10 лет. Потому что неправильный выбор университета, неправильный выбор профессии
слишком сильно влияет на будущее человека. Это может быть потом абсолютно несчастливый человек, потому что он работает не там, где хочет, он занимается не там, где хочет. Возможно, это будет просто зря потраченное время, потому что это будет не его общество в этом университете. Это будет не его профессия, и потом он пойдет переучиваться, заниматься совершенно другим, или просто жалеть всю оставшуюся жизнь, что это был неправильный выбор. Да, но здесь мы сталкиваемся с тем, что не всегда понимаешь в начале пути, чего ты хочешь, да, и здесь важно играть в это в свое будущее, моделировать это свое будущее на этапе вот взросления, да, на этапе того самого замечательного подросткового возраста. Фериде, я же знаю, да, больше, чем многие, поэтому ваш опыт... его сложно назвать опытом смены коней на переправе, но я знаю, что вы интересуетесь гораздо большими вещами, чем тем, чему вы обучаетесь еще пока заканчиваете вуз на факультете. Да? То есть, кто учится в КИПУ, тот знает Фериде по выступлению в театре, да, и ее прекрасным актерским способностям. Вы преувеличиваете. Да нет. Это не смена коней на переправе, это опять-таки про поиски себя и просто про наставников, как сказала Медбей, которые встречаются на пути. И вот как раз мой наставник пришел ко мне в университете, пока я училась на профессии, на филологии. И это был замечательный режиссер Ренат Ахабекташев. И, собственно, вот он уже мне открыл глаза на вот этот вот весь актерский мир и помог мне в какой-то степени переделать себя и какие-то грани найти. И вот каждому человеку, наверное, в своем пути нужен такой наставник, который бы помог этот алмаз огранить. Как сказать, если так сказать можно. Опыт этот не всем подойдет. То есть наше общество, в принципе, не настроено на то, чтобы принимать кардинальные смены профессий. То есть если ты учишься 6 лет на одну профессию, хлопнуться об стену и сделаться совершенно другим, допустим, в журналистике перейти на... я не знаю, на мастера ногтевого сервиса. Прекрасный выбор. Прекрасно, в идеальном мире, да. Многие так делают, очень многие. Так делают многие, но ладно, я не те примеры привела. Сейчас исправлюсь. Исправлюсь. Допустим, если вы на 6 лет учились на преподавателя, а потом вдруг решили, что вы хотите быть актером, это не воспринимается. Особенно чуть более старшим поколением, которые вот бабушки, дедушки, они в принципе этого не понимают. То есть, ты же все же нормально было. Ты же нормальным человеком была. Что произошло? В какой момент произошел как раз этот удар об стену? И поэтому это как раз о готовности старшего поколения принимать меняющийся мир. Не все это готовы сделать. Родители многие не готовы к тому, что ты вроде так классно начиналось все, ты вроде шел по их стопам где-то в какой-то момент, а тут резко свернул с пути. Разрушенные мечты. Да, знаете, причем на ручнике так резко повернул, и вообще неожидаемо произошло. Им это очень сложно принять. Какие-то они же планы, наверное, тоже строят как-то они представляют будущее своих детей. И когда дети это будущее своими действиями начинают расшатывать, это воспринимается в штыки во многих случаях. Севиль, вот это возможно, у кого-то случается смена коней на переправе, да, когда ты учишься на одну профессию, специальность выбираешь, а потом понимаешь, что это не твое, и продолжаешь путь совершенно в другой какой-то истории. В вашем мире, в мире вашего поколения, это проигрыш или это, наоборот, успех какой-то? Я думаю, что все-таки именно тот момент, когда ты поступаешь, прошло какое-то время, и ты понимаешь, что это не твоя профессия, тебе это не нравится, тебе это не близко. Мне кажется, что сейчас моими ровесниками, если ты в такой ситуации меняешь свое направление, свою профессию, это воспринимается даже в некой мере положительно, что, значит, сейчас ты наконец-то нашел себя, ты будешь полезен себе, обществу и всем вокруг, и ты будешь счастливым человеком. Насчет того, чтобы уже ты закончил вуз и дальше работаешь не по профессии,
Даже не знаю, как к этому люди относятся, потому что не всегда ты вообще, когда человека встречаешь, это же абсолютно не первый вопрос, который ты задаешь, на кого ты учился и кем ты сейчас работаешь. И я думаю, что вот такая возможность этого года между школой и вузом, такой gap year, я думаю, что это на самом деле отличная возможность действительно узнать себя, понять себя лучше, да, взять паузу. И это не страшно? Вот в моей истории, когда я заканчивала школу, такая, не то чтобы конкуренция и соревновательность была, но после выпускного встречались мы все и говорили, куда поступил? Ах, ты не поступил? Ну да. Вот что-то такое было. У вас так не работает. Не знаю, я еще не поступила, еще нет этого. Но уже сейчас, да, все меряются тем, что я там хочу в этот вуз поступить, а я в этот, а я уезжаю, я остаюсь. Меряются амбициями, да. Кто-то совсем в сторонке остается и внутри себя не понимает еще пока что, кем он хочет быть, куда хочет поступать. И на самом деле я лично к этому отношусь не то чтобы с пониманием, с абсолютным пониманием я к этому отношусь. И я сама себя частично могу отнести к этой категории людей, потому что, да, я сделала выбор, но откуда я знаю, будет ли этот выбор правильным, назовем это так, как потом получится. Правильным для кого? Для вас или для окружения? Вот это тоже еще один вопрос, действительно. Потому что я думаю, что если на такое условное собрание выпускников придут только выпускники, и кто-то скажет, а я там проучился, и я решил в другое место пойти учиться. Это не мое. Мне кажется, что его ровесники, может быть, даже в большинстве своем поддержат или поймут. А вот родители этого человека, я уверена, что 90% случаев они будут против, не поймут, а родители других детей, скажем так, да, уже раз перешли на эту плоскость, они, да, начнут радоваться за своих детей. Да. Хорошо, что с нами такое не произошло, да. Мы пока нормальный, да. Но тяжело. Я думаю, что ровесники в большинстве своем не осудят, но вот старшее поколение это уже совсем другое. Осадочек останется. Старшее поколение это уже совсем другое дело. Это абсолютно, да, это уже абсолютно не тот уровень понимания и принятия, как мне кажется. Есть еще одна история. Я тут буквально недавно с одним интересным человеком общалась, и мы тоже говорили про высшее образование, про качество его, да, и насколько для нас важно, для крымских татар, это образование, потому что, мы все знаем, да, что в свое время, там, после депортации, для наших там дедушек и бабушек дать образование своим детям, это был такой социальный лифт и возможность выйти на абсолютно другой уровень и качества жизни, и, в общем-то, социального статуса, скажем так, да, то сейчас, мне кажется, эта история меняется, и выбор профессии или тем, чем ты хочешь заниматься, мне даже сложно это называть выбором профессии, потому что это для меня это про реализацию тех желаний и тех твоих возможностей и талантов, которые ты в себе носишь. Так вот, этот человек, мой собеседник, он говорил о том, что сейчас, не совсем обязательно получать высшее образование. Почему? Потому что есть масса различных шикарных, хороших курсов с хорошими коучами, с хорошими тренерами, которые вполне тебе могут дать какое-то представление о профессии, о ремесле, точнее, да, в которой ты можешь быть успешен, да, и реализоваться, и быть успешным. Как относится ваше поколение к этой истории? То есть проучиться 3 месяца на курсах, овладеть каким-то ремеслом и дальше двигаться в этом направлении. Нужно ли в этом смысле образование высшее или нет? Если говорить, наверное, про мое поколение, то все относятся к курсам более чем адекватно. Все считают их... наверное, не все так одинаково считают. Вопрос то, что половина к ним относится как к дополнению, половина как
полноценному заменителю высшего образования. Они перестают видеть в университетах какой-либо необходимости. Я знаю массу примеров людей, которые отучились на этих курсах, занимаются данной деятельностью, которую они проходили, дальше развиваются какие-то другие курсы, какие-то другие направления, сами становятся потом коучами на этих курсах и считают, что они построили для себя комфортное бытие. А при этом половина из тех людей, с которыми я общаюсь, которые учатся на моем курсе или просто моего возраста, даже я сам, дополнительное образование, эти курсы не по своей профессии, это нормально, это круто, это познавание чего-то нового, это просто как минимум развитие в период, пока у тебя есть на это время. Потом начнется работа, потом начнется семья, и не будет там уже времени на образование. Идеальный мир снова, да? Да, это самый идеальный мир. Просто не будет потом уже времени на образование. Времени, желания, силы и так далее. Поэтому пока есть возможность, то почему бы это не попробовать? Это не занимает так много сил, какой-то энергии. Это просто вложение в себя, которое однозначно того стоит. Амет, нужно ли было вам отучиться сколько? 5-6 лет? 6 лет, да, магистратуры. 6 лет на филологии, чтобы потом заниматься совершенно другим делом. Может быть, стоило просто пройти классные курсы, проплатить этот курс, получить навык и алга? Перевод Амета еще не было, наверное. Нет, я не настолько стар, да. Ну, вообще, в целом, это, конечно, очень зависит от того, какую ты профессию выбираешь. И где-то можно, но я не думаю, что кто-нибудь из нас пошел бы к врачу, который учился на курсах в интернете. Не каждый бы пошел там... Да мало вообще, в принципе, профессий, которые существуют давно и при этом требуют каких-то специальных знаний и навыков, и при этом ты можешь их освоить по интернету. И вот если мне говорить, потратил ли я время, вот в самом начале Рушен хорошую мысль сказал, что это какое-то взросление, что это ты учишься учиться, ты учишься находиться в обществе, ты учишься налаживать какие-то новые контакты, ты видишь людей, которые могут тебя чему-то научить, ты взаимодействуешь с другими людьми, и то есть вот благодаря этому взаимодействию, благодаря тому, что ты находишься в обществе, это время не потрачено зря. Возможно, вообще в идеале, опять же, говорить об идеалах, то нужно учиться в университете и пользоваться опытом других, пользоваться чужим опытом, пользоваться курсами и всем остальным. Хорошо, что мы сейчас живем в такое время, когда информация очень доступна, очень прекрасно. Но вот даже говорить, если о себе, то я учился, наверное, немного в своем темпе, не в том темпе, который мне давали преподаватели. Учился, наверное, даже не совсем в том направлении, но при этом я считаю, что каждая лекция, на которой я побывал, она мне принесла что-то полезное. Каждый час, который я провел в университете, я все равно пытался проводить с пользой. И вот если с этой точки зрения, я университет считаю, что даже 6 лет были очень полезными. По опыту своему я знаю, что высшее образование – это не только про найти себя и получить профессию, это еще и социальные связи. И вот, опять же, опираясь на свой личный опыт, я знаю, что спустя уже почти больше, чем 20 лет по окончанию вуза, эти связи еще как работают, да, и мы можем быть на расстоянии друг от друга, но вот эти вот… У нас просто нет такой университетской традиции, да, там, я не знаю, там, общество плюща, там, как в других, да, странах, государствах, но в целом эта история работает, да, когда твой однокурсник где-то что-то, и вы можете чем-то обменяться информацией, или опытом, или взглядом, или на жизнь. Есть еще одна история про современный рынок труда. Фериде, вообще на этом рынке нужны дипломы? Нужны вот все то, что выдают вузы? Или этот рынок охотится за специалистом? Мне кажется, двоякая ситуация. Зависит от работодателя. И это как раз к предыдущему вопросу. Молодежь готова учиться на курсах, а вот работодатель бумажечку от курсов не всякий принимает. И тут уже зависит конкретно от спроса, который есть на этом рынке труда. По моему опыту диплом нужен. Я работала в разных предприятиях, да, структурах, которые так или иначе были связаны с моей профессией, и они везде требовали диплом.
И еще лучше, если это диплом магистратуры. И еще лучше, если ты еще к этому еще что-то добавишь, да? Плюс, да? Да, да, там 18 лет, но давай уже с опытом. Да, чтоб прям 20-летний опыт уже. Да. А некоторые наоборот. Некоторые готовы, давай вот я тебя беру, а потом посмотрю на тебя в деле. И вот если сработаешься, класс. Если нет, то не по пути. И такой метод отбора персонала мне кажется куда более логичным. Потому что красный диплом любой дурак принести может. А по факту знаний может и не быть. То есть человек может просто насидеть этот красный диплом, донести все конспекты, просто списать и принести, да? И чистой высидкой этот красный диплом, достичь его. Но не всякий может из этого взять колоссальный опыт, который поможет потом и директору предприятия, и работнику, который на этом предприятии работает. Здесь как бы важно на 2 конях усидеть, на 2 стульях. Удержаться. Да, удержаться. Потому что сейчас мир такой. Нужно и в старое, и в новое, параллельно. Да, это, кстати, тоже зависит от того, какое образование получил работодатель и каков его мир, так скажем, мир его представлений. Последний вопрос напоследок. Что вы выбираете, профессию или мечту? Что вы выбирали, что вы будете выбирать? Профессию или мечту? Сивиль, давайте с вас. У вас самый лучший период из всех нас впереди. Сейчас я выбираю мечту. Потому что, конечно, у нас довольно ограниченный список профессий. Здесь уже тяжело сказать, что... я сказала, выбираю мечту, но это, конечно, такое более обобщенно. Но я думаю, что этот микс — это, наверное, ключ к успешной профессии. То есть если человек занимается любимым делом, естественно, он будет успешен, и он будет реализован, он будет конкурентоспособным специалистом и счастливым человеком. Счастливым человеком, да. Я очень часто слышу о том, что если бы ты занимался своей работой, задумайся, если бы ты занимался своей работой за бесплатно, но при этом ты работаешь и ты получаешь за это зарплату, значит, такой человек может считаться успешным и хорошим специалистом. Окей, Амет, профессия или мечта, что вы выбирали? Профессия или мечта. В итоге я выбирал профессию, которая мне нравилась и которой мне хотелось заниматься, но в итоге я пришел к мечте, потому что сейчас я занимаюсь тем, чем я хотел заниматься тогда, когда я учился в университете, в самом начале. И вопрос, что такое успешный человек? Успешный человек — это человек, который много зарабатывает, или успешный человек — это тот, который находится там, где ему нравится, тот, который счастлив как раз-таки. Я считаю, успех — это счастье. И если ты счастлив, значит, ты успешен. И вот с этой точки зрения я выбирал мечту, и я к ней иду, и я считаю, что выбор я сделал правильным. Отлично. С кого? Давайте, Рушен, с вас. Мечта или все-таки профессия? Когда я поступал, я однозначно выбрал профессию. При этом даже сейчас мечта не определена, наверное. Это нормально. Но благо мне, наверное, повезло тем, что моя профессия чуть более универсальна. То, что и такие профессии есть, которые могут просто помочь мечте, пускай она будет совершенно другой, или как минимум не мешать ничему. Наверное, как-то так. Феля, а профессию мечты можно? Здесь тоже. Это в идеальный мир. Да. Вообще, идея усидеть, опять-таки, на 2 стульях одновременно. Как Рушен сказал, выбрать профессию, которая либо не мешает твоей мечте, либо как раз-таки ее поднимает на новый уровень. Это... Ну что ж, у этой темы, как всегда, очень много граней. Мы не обговорили очень много вопросов. За скобками осталась история про дилетантство и поверхностность знаний. Но совершенно точно мы вывели для себя один вывод, сделали для себя один вывод. Менять коней на переправе не страшно. Находить себя в период обучения не страшно, а наоборот важно. И я закончу этот выпуск фразой Амета. Успешный человек – это счастливый человек. Чох савунус. Это был проект Меркес. Горушкенджи.